Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В Женеве состоялся очередной 56-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, Евросоюза и ОБСЕ. В составе делегации Республики Абхазия, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Ираклием Тужба, вошли заместитель председателя СКБ Республики Абхазия Заал Хварске и сотрудники МИД Абхазии. Как сообщает сайт внешнеполитического ведомства, работа очередного раунда женевских дискуссий, возобновившихся после долгого перерыва, традиционно велась в формате двух рабочих групп по безопасности и по гуманитарным вопросам. Абхазская делегация продолжила настаивать на необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы как ключевой задачи международных женевских дискуссий. Но грузинская сторона в очередной раз отказалась вести диалог по этому важному вопросу повестки дня. В контексте обсуждения проблемы безопасности делегация Республики Абхазия вновь выразила серьезное беспокойство в связи с продолжающимся процессом наращивания военно-технического потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО. Абхазская делегация обратила также внимание на то, что проводимые на территории Грузии совместные военные учения под эгидой НАТО приобретают все более масштабный характер и создают реальную угрозу миру и стабильности в регионе. В ходе переговоров абхазская делегация подтвердила свою заинтересованность в возобновлении работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. На предыдущем раунде в декабре 2021 года представители Республики Абхазия выступили с новыми предложениями по возобновлению работы данного формата, однако эти инициативы остались без реагирования со стороны грузинских участников. Таким образом, вопрос деятельности в формате механизма остается нерешенным. Во второй рабочей группе делегация Республики Абхазия акцентировала внимание на вопросах гуманитарного характера, связанных с проблемой свободы передвижения для наших граждан. Дата проведения очередного 57-го раунда не была определена и остается открытой, сообщается на сайте МИД Абхазии. К другим новостям. Геополитическое положение Абхазии в контексте современного миропорядка. Так называется доклад, сделанный директором Центра стратегических исследований при президенте Вячеславом Чирикбо на круглом столе «Абхазия в современном мире. Вызовы и угрозы». Стоит отметить, что полная версия этого доклада представлена на сайте Абснепресс. В своем докладе Чирикбо размышляет о главных тенденциях геополитического противостояния в мире и отмечает, что начало 21 века пугающе напоминает начало 20-го. Цитата. «Резко обострились противоречия между мировыми державами Россией и Китаем с одной стороны и Западом с другой. Бушует война санкций. Сложнейшая ситуация на Украине довела все эти противоречия до точки кипения. Вновь, как во время Карибского кризиса, замаячил призрак глобальной ядерной войны», отмечено в докладе. В контексте нарастающего напряжения в мире автор доклада также анализирует и ситуацию в нашем регионе на Южном Кавказе. Очень интересный и подробный расклад дается о все более усиливающейся роли Турции в регионе и о том, к чему это может привести. Но, конечно, основное внимание в этом докладе уделяется анализу того, что же все же может ожидать Абхазию в усложнившейся в мире ситуации, каковы основные вызовы и угрозы для нашей республики. Сейчас мы предлагаем вам интервью с автором этого доклада, директором Центра стратегических исследований при президенте Вячеславом Чирикбо, где подробнее обсудим все эти вопросы. Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. Я уже представила телезрителям, что вы недавно читали доклад, очень важно и интересно. Хотелось бы пояснить ваше мнение, мнение о том, почему, на ваш взгляд, ухудшилась и обострилась вообще ситуация в мире, противостояние, которое мы сегодня наблюдаем. В чем основные причины?
Ну, понимаете, ситуация разная в разных странах, и между странами там они специфичны для регионов, нет такой общей причины. Ну, я имею в виду вот такое... Но если это вот о регионе, который ближе к нам, я сказал о том, что, в общем-то, главным таким триггером было все-таки такое стремление Запада окружить Россию военными базами и втянуть как можно большее число государств, которые были прежде странами либо там Варшавского договора, практически все они вошли в НАТО, вот, либо страны бывшего Советского Союза, 3 страны балтийские вошли в НАТО, пытаться еще Украину втянуть, Грузию втянуть. Это, конечно, было, я видел, триггером для вот всей эскалации этой обстановки. Вот, как-то Запад как-то был нечувствителен к тому, что Россия говорила, что это красные линии. Вот как-то они не поняли этих сигналов, причем довольно четких, ясных сигналов. И вот мы имеем ситуацию, которая сейчас у нас налицо, эскалация, опасная эскалация, которая грозит вообще-то такими непредсказуемыми последствиями. Да, вы еще говорили о том, что как будто бы мы приближаемся к ситуации известного Карибского кризиса. Но мы в ней находимся уже сейчас. Да, и то есть, к сожалению. Вы действительно считаете, что вот ситуация ядерная... очень опасна, очень да, опасна, очень опасна. даже ядерная угроза возможна. Ну вот это самое опасное есть, что может быть. Вячеслав Андреевич, скажите, пожалуйста, переместимся немножко вот более узко в наш регион, на Южный Кавказ, как вы тоже отмечаете, и вообще об этом очень часто говорят, что очень усилились позиции Турции. Сейчас они как никогда чувствуют себя на коне, и очень большие планы у Эрдогана. Вот как вам кажется, как это вообще уже отражается на регионе и может отразиться в будущем, и вообще какова реакция мира и мировых вот игроков в этой связи? Ну, позиция Турции, она такая немножко двойственная, поскольку это, с одной стороны, член НАТО, и Турция стремится в Евросоюз очень давно уже, пока безуспешно. С другой стороны, это, конечно, самодостаточная страна совершенно во всех отношениях, и в экономическом плане, кстати, тоже. Вот. И у нее свои тоже есть планы, свои, не только интересы, но и свои проекты геополитические, очень такие далеко идущие. Это страна, лидер тюркского мира, начнем с того. А это все-таки большинство стран, кроме Таджикистана, Средней Азии, да? Включая Казахстан, такие крупнейшие страны. Вот. Азербайджан с ее нефтью, с газом и так далее. Вот. И кроме того, конечно, Турция очень сильно влияет на ситуацию вокруг Армении, вокруг Нагорного Карабаха, практически стоит рядом с Азербайджаном, неимоверно усиливая возможности военные, что мы видели во время недавней войны. Вот. И, конечно, цель Турции, вот, как я уже говорил, достичь прямого выхода через Ангизурский переход, значит, к Азербайджану, к Средней Азии. То есть, да, очень большие такие задумки геополитические, они, в принципе, реализуемы, если все пойдет по плану Эрдогана, можно сказать, потому что Армения находится в очень сложном положении, просто плачевное, можно сказать, положение. Вот. Даже вот один из первых президентов недавно сказал, что это капитуляция, да? В военном плане, естественно. Поэтому здесь ситуация сложнейшая, и Турция, конечно, пользуется всем этим и выступает теперь уже как один из главных игроков на Южном Кавказе. Вот. А это, конечно, чревато тем, что потеснение позиции и России тоже, и которая была практически единственным игроком, почти единственным игроком на Южном Кавказе до недавнего времени, и Евросоюза, и США. Так что здесь очень такие динамично меняющаяся ситуация в пользу усиления позиции Турции. Но она сильна также и в Грузии, в экономическом плане, и в плане военном, конечно, грузинские военные обучаются и в турецких вузах военных, академиях. И Турция поставляет большое количество вооружений, современного вооружения Грузии. Потому что здесь у них полное взаимопонимание тоже есть. Ситуация, в общем, довольно сложная, я бы сказал. Да, а еще она усложняется тем, и мы постоянно об этом слушаем, о том, что там в Грузии также проводятся учения с НАТО, что она наращивает. Вот военная угроза, о которой часто говорят, я с понимаю. грузинской стороны, как вам кажется? Она постоянная угроза, поэтому я не вижу, конечно, все меняется, естественно. Сегодня можно одно говорить, завтра ситуация изменится. Понимаете, здесь же комплекс проблем, это не просто потенциальная угроза. Да. Ведь интересно опираться на анализ ситуации в самой Грузии, на ситуацию с политическим истеблишментом, ситуацию с
о том, что там происходит внутри в плане политики. И вот сейчас, вот в моем личном мнении, что сейчас Грузия не готова к военным действиям в Абхазии. И если она даже планирует их, то не в близкой перспективе. Конечно, все это может измениться очень быстро. Если ситуация вокруг украинского конфликта изменится в такую какую-то худшую сторону, все может меняться очень быстро. Сейчас мы находимся в такой постоянной турбуленции, очень опасной. Поэтому нужно Абхазии быть готовым ко всему, ко всем сценариям абсолютно. И, конечно, прежде всего усиливать свой оборонный потенциал. Это самое главное теперь. Самое главное теперь. То есть это и оснащение армии, это еще обучение армии. Главное, современными методами военных действий. Они очень меняются, они стали более мобильными. Сейчас большая роль авиации и артиллерии, чем, скажем, сухопутных каких-то действий, как мы видели. Потом, значит, вот эти беспилотники, да, которые являются и средствами разведки, и средствами уничтожения, поражения противника. Грузия, например, очень много их закупает в Израиле, в других странах, кроме того и производит даже, собирает. Вообще Грузия является не только импортером вооружения, но и экспортером. Они производят оружие, которое успешно продается на Ближнем Востоке. Так что здесь противник очень серьезный. И нужно иметь, конечно, адекватный ответ на эту угрозу. Насколько у нас такая ситуация адекватная, я не знаю. Я не специалист по военным вопросам, но тем не менее все-таки беспокойство, конечно, есть у общества. Насколько мы готовы к каким-то неожиданным зигзагом в сторону эскалации со стороны Грузии и в сторону повышения угрозы со стороны Грузии. Пока вот сейчас этого нет, но это может очень быстро измениться. Между прочим, первая новость, которую я сегодня прочитала в одном из телеграм-каналов, каком-то там новостном, о том, это такая цифра, количество российских денег, которые сейчас пришли в Грузию, да, в связи с ситуацией. То есть там серьезно, очень многие, например, очень много российского бизнеса зарегистрировалось в Грузии. То есть получается, что они в каком-то экономическом смысле выигрывают от сложившейся ситуации, и это тоже, да, их останавливает. Грузия, конечно, проявляет, не часто это бывает, но в данный момент проявляет благоразумие. То есть она старается делать все, чтобы не провоцировать Россию, не раздражать ее, не отменяет безвизового режима с гражданами России. Огромное число россиян, как вы знаете, въехало в Грузию и без каких-либо проблем. Там у них прописывают, дают вид на жительство, кто просит. И очень много российских фирм зарегистрировалось в Грузии. Второе, это Грузия не втягивается в санкции против России, тоже, причем это официально заявленная позиция, что тоже очень важно. Не просто не участвует, но и заявляет, что не будет участвовать. И даже не поощряет посылку добровольцев, скажем. Да? Есть же там грузины, воюющие на украинской стороне, они как бы официально их не спонсируют их туда отправку. То есть здесь признаки благоразумия есть. Кроме того, и поэтому я думаю, что, в общем-то, это все-таки тоже фактор, который надо учитывать. И в плане военном тоже. Это тоже немножко успокаивает, потому что Грузия все-таки не старается сейчас какие-то авантюрные шаги сделать, которые бы ее отношения с Россией сильно бы ухудшили. Наоборот, такое поведение достаточно спокойное и предсказуемое, я бы сказал, на данный момент. Да, а еще очень часто слышим такую фразу о том, а что будет, если изменится внутрироссийская политика, повестка, смена власти, что угодно, и вдруг они сблизятся в своих... Грузия и Россия, да? Что будет с нами в этом случае? Мы уже пережили такой период при Ельцине, конечно, что было трагический период нашей жизни, и война случилась, в общем-то, в этот период, конечно же. И именно из-за этого фактора, да, сближения позиций России и Грузии, что это, конечно, для нас очень опасно. С другой стороны, все-таки ситуация очень изменилась с того времени, и Россия поняла, что Абхазия не просто какой-то регион, который можно манипулировать для воздействия на Грузию. Это самостоятельный актор, небольшой, но все-таки самостоятельный актор. Это практически буферное государство, по сути, для России, да, между прозападной Грузией и все-таки и российской территорией. Абхазия пророссийская, здесь российский рубль, здесь русская речь, здесь настроение очень дружелюбное в отношении России, поэтому терять это все политические дивиденды, которые нельзя терять для России ни в коем случае. Друзей не так много в мире, как мы знаем. И поэтому я не думаю, что кто бы ни пришел к власти в России, не думаю,
все возможно, естественно, чтобы очень было резкое изменение отношения к Абхазии. В сторону ее, вот как бы вот, в сторону ее как бы давления, в сторону, вот, чтобы она вошла вновь в Грузию. Такого, мне кажется, уже не будет. Вот, может быть, будет другая немножко позиция, более такая, не столь вовлеченная, как сейчас, но вот я не верю, что в российских интересах, кто бы ни был у власти в России, от Абхазии отказываться как от геополитического партнера. Вот я не верю в это, лично я не верю. Опять же, все может быть, но вот это будет против интересов России, если это произойдет. Теперь хотелось бы немножко о другой теме. Вы говорили еще, например, о том, что одной из главных внешнеполитических задач является расширение международного признания. Вот в этой связи какое направление вы считаете более перспективным? Ну да, ситуация усложнилась с признанием, Ну да. ввиду вот известных ситуаций с этими новыми республиками. Сейчас к этому относятся очень осторожно, очень осторожно. И поэтому единственное, что можно сказать, то, что Абхазия из всех вот стран, которые вот, хотят независимости, да, вот таких новых стран, единственная страна, которая не хочет войти в другую страну. Остальные все стремятся войти в другую страну, ну, Карабах, в Армению и так далее. Поэтому это как бы единственное отличие. Но с другой стороны, вот сейчас мир относится к этому очень осторожно, и шансы, я думаю, что у нас понизились. Это вот тоже временное явление, наверное, но все-таки вот на данный момент. Вот. Но с другой стороны, работать нужно, естественно, и вот, мне кажется, наиболее интересный регион для с точки зрения признания — это Ближний Восток. Вот, это Иран, который близок и к России сейчас, и особенно к Сирии. Вот, и можно этот ресурс, сирийский ресурс использовать, российский ресурс. Это Ирак тоже, который проявляет признаки самостоятельной политики. Вот, страны залива Персидского, некоторые страны, Бахрейн, там, Оман и так далее. Вот, и Йемен, правда, там ситуация очень сложная, конечно, и тем не менее. Вот. Ну и страны Магриба, вот, Тунис, Северная Африка, Тунис, Алжир, традиционные отношения с Россией очень хорошие. Вот этот фактор надо использовать. Но такой вот быстрой победы здесь я не ожидаю. Вот. Но работать нужно, конечно же. Это все-таки дипломатия, игра в долгую. Это не то, что сейчас пришел, тут же тебя признали. Такого не бывает. Надо системно отношения налаживать и общаться, приглашать, ездить и так далее. Это требует больших ресурсов, и людских, и финансовых. Тем не менее, другого у нас пути нету, нам нужно этим заниматься. Да, и хотелось бы еще отметить, что в своем докладе, помимо важных внешних угроз, вы говорили, может быть, не столь очевидных, но внутренних каких-то угрозах. Вот хотелось бы, что какие вы... Ну, главнейшая угроза демографическая. Вот как-то об этом у нас не говорят. Честно говоря, даже вот не считают это нужным обсуждать. Не считают важной, а это важнейшая проблема для абхазского этноса. Важнейшая. Почему? Ну, потому что нас слишком мало, чтобы мы чувствовали себя уверенно, вот как государствообразующий этнос, нас слишком мало, чтобы мы чувствовали себя уверенно с точки зрения нашего вот будущего. Потому что территория Абхазии, ну, сейчас заселяется активно, заселяется. На глазах мы видим это. И может так статься, что мы опять же окажемся в меньшинстве. 18%. Как у нас уже было. Как уже было. И опять повторять снова все. Это, конечно, очень опасно. Но я не вижу, чтобы, честно говоря, со стороны вот, меняющихся властей было какое-то серьезное внимание к этой проблеме. Вот ее не воспринимают как угроза, к сожалению. В России воспринимают, что в России тоже ситуация очень сложная с точки зрения демографии, вы знаете, да? И там очень серьезные меры принимают, очень серьезные меры. А у нас как-то вот, очень такие косметические. А это, я думаю, что очень позиция недальновидная. Потому что наша главная все-таки проблема — это демографическая. Ну и второе — это наш язык, который стремительно теряет позиции. Об этом уже много говорилось, и говорится, и будет говориться. Но ведь меры не принимаются, правда же? Можно говорить всю жизнь, но ничего не делать, и ничего не изменится. То есть ситуация ухудшится. В любую школу зайдите, там увидите, какая ситуация с детьми, сколько процентов детей знают язык. Это тоже проблема экзистенциальная, потому что нельзя создавать культуру на другом языке, правда же? То есть здесь много можно говорить, но уже как-то я устал об этом говорить, честно говоря. Потому что меры не принимаются. Потому что вот ясно, что нужна реформа школы, школьного образования, языкового образования. Необходима реформа. Очень большое число детей не знает языка. Нужно учить их с нуля. То есть другая методика, другие программы, другие учебники, все другое нужно. Ничего не делается для этого. Об этом уже говорилось много раз. Ничего не происходит. Ни реформ, ни даже попыток реформ. Даже. Вот это тоже угроза для
абхазского этноса. Да, еще мне кажется интересным о том, что вы говорили, что вот раскол, попытки искать пятую колонну. Ну да, тоже. тоже как-то, вот знаете, вот я считаю, это вбросы извне все-таки. Это у нас не было никакого подозрения друг к другу. Мы все друг друга знаем. Мы все выросли вместе в одном обществе. Все мы граждане Абхазии, все мы патриоты Абхазии. И вот вносить такую, знаете, идею о том, что кто-то здесь вот на кого-то работает, конечно, для этого существуют спецслужбы. Вот их работа, пускай занимаются. Если что-то есть, это их работа, но не работа каких-то других организаций, мне кажется. И поэтому здесь я думаю, что это реально вносит раскол в общество, размывает его единство, вот, и создает такую нервозную обстановку, знаете, вот поиск врагов народа, пятой колонны. Может, она есть, но нужно, чтобы работали органы, которые этим занимаются. Они получают зарплату в конце за это, понимаете? Это их работа, выявлять каких-то врагов. Но если это ничего не доказано, или это как бы просто досужие разговоры, надо это прекратить, мне кажется. Это очень плохо действует на очень многих людей. Вот. Нельзя контакты прекратить с внешним миром. Мы не можем в себе закрыться, понимаешь? Ксенофобия нам вообще не свойственна нам. Мы страна туристическая, наоборот, нужно привлекать друзей, а мы как-то всех шарахаемся. Я думаю, это неправильная позиция. Поэтому нужно иметь баланс между принципиальностью, соблюдением своих интересов, своих законных интересов, безопасности. Для этого орган существует. И все-таки каким-то вот нормальным существованием, как люди 21 века. Вячеслав Андреевич, большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Пожалуйста, спасибо вам. На этом сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.